Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. 11 ноября в России отмечается День экономиста. Инициатором его учреждения выступило Вольное экономическое общество России. Оно же и предложило и дату празднования, которая связана с историей экономического развития страны. В этот день по новому стилю в 1765 году было основано Императорское Вольное экономическое общество, которое в российской истории занимает свое почетное место. Наш гость в студии сегодня Петр Попов, министр экономики Республики Саха-Якутия. Петр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала о текущем положении дел. Какая ситуация в экономике республики в этом году? Да, за 10 месяцев текущего года экономика Якутии демонстрирует достаточно стабильный рост. При этом большинство показателей нашей экономики превосходит средние показатели по стране в целом. Так, у нас валовый региональный продукт за январь-октябрь текущего года оценивается с ростом 6,6%. Данный показатель в среднем по стране за этот же период текущего года 4%. До конца года мы прогнозируем, что рост экономики сохранится и к концу года составит 105,5%. На рост валового регионального продукта в основном, конечно же, влияет увеличение промышленного производства, который за 10 месяцев составил 108,4%. В целом по стране данный показатель 104,4%. По всем видам промышленного производства наблюдается уверенный рост. У нас добыча угля выросла в 1,4 раза за счет компаний «Ильга», «Колмар», «Антрацитный леспроект». Добыча газа у нас увеличилась на 5,7% за счет разработки Чииндинского месторождения. У нас растет золото на 10,9% за счет предприятий Алданского, Лекминского и Меконского районов. И мы прогнозируем, что до конца года рост промышленности составит 7,3%. Темпы роста инвестиций в основной капитал темп такой же, как и в среднем по России, 110,7%. Это о чем говорит? Это говорит об устойчивости экономики и реализации крупных инвестиционных проектов по разработке нефтегазовых месторождений в Ленском районе, угледобывающих компаний в Нерюнгринском районе и проектов по добыче серебра и золота в Восточной Якутии. Мы, если с вами заговорили про инвестиционные проекты, давайте поговорим и про мастер-план столицы республики в Нерюнгри. Как идет, собственно, реализация этих самых мастер-планов? Да, мы все помним, что в конце прошлого года распоряжением правительства России утверждены долгосрочные планы развития Якутска и Нерюнгри. В долгосрочные планы развития включено 133 объекта, 90 объектов по Якутску и 43 объекта по Нерюнгри. Общая сумма инвестиций составит свыше 560 миллиардов рублей. Мы более половины данных средств планируем получить из федерального бюджета. В Якутске уже реализуется ряд мероприятий. Это Ленский мост, школа номер 1, детский лагерь «Полярная звезда», учебный корпус Высшей школы музыки, проекты комплексного развития территории. Это микрорайон Спортивный, Звездный, Ленские высоты. И в этом году у нас завершено благоустройство площади Ленина, набережная имени Романа Дмитриева и набережное озера Сайсара. На 25-27 годы выделено федеральное финансирование на 3 школы, 4 детских сада и высшую школу музыки. По Нерюнгри у нас в текущем году 10 мероприятий реализуется. Это реконструкция блоков Нерюнгринской районной больницы, это комплексная застройка квартала «Р», это модернизация внутриквартальной сети электроснабжения и благоустройство парка культуры. И до конца этого года планируется завершить реконструкцию 2 блоков Нерюнгринской центральной районной больницы. Но вот экономический эффект от реализации этих самых объектов мастер-плана, когда можно будет увидеть? Хотя бы на примере той же площади Ленина. Все-таки она уже, вот ее здесь можно потрогать, когда с нее можем получать доход? Да, безусловно, не все объекты мастер-плана должны генерировать доход, но при этом все объекты мастер-плана должны повысить качество жизни населения, комфорт горожан. Безусловно, вот те объекты, которые завершились, это площадь Ленина и набережная, они вот созданы для комфорта, для этих целей. Да. Если говорить еще об инвестиционной программе республики на этот год, сколько объектов строительства будет введено и какой объем по плану на следующий? В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию 64 объекта социального значения.
Это у нас 13 школ, 4 детских сада, 4 иных объекта образования, 6 объектов физкультуры и спорта, 20 объектов здравоохранения и 17 объектов культуры. Из них на текущий момент 27 объектов уже введены. Это 4 школы, 3 объекта физкультуры, 14 объектов здравоохранения и 6 объектов культуры. И в 2025 году также планируется пока предварительно ввод в эксплуатацию 49 объектов. Это тоже также школы, детские сады, здравоохранение, культура, спорт. Точное количество объектов будет уточнено к концу года. Ну, то есть планы никакие пока снижать не собираемся. Да, темп Все те же цели. собираемся. Петр Иванович, в прошлом году приняли региональный закон о территориях развития местного производства в республике. Давайте немножко поговорим, что это за территория и начали ли какие-то уже действовать. Одна из таких, я насколько понимаю, в Кангаласском районе начинает. Да. Или уже начала свою работу. У нас в соответствии с указом главы республики 269 «Развитие местного производства и туризма» в республике к 30 году мы должны создать 15 таких территорий развития местного производства. Из них на сегодня 6 таких территорий уже создано. Это, как вы правильно отметили, в Кангаласском районе, Горный район, Намский, Мирнинский, Амгинский, Чарапчинский. Общий объем инвестиций в этих районах планируется 2,9 миллиардов рублей и создание не менее 575 новых рабочих мест. До конца года также будет создана такая же соответствующая территория развития местного производства под названием Саен в Мегино-Кангаласском районе. Заявки от местных предпринимателей рассматриваются Министерством экономики. Мы уже на сегодня присвоили статус резидентов 9 индивидуальным предпринимателям. Общая сумма инвестиций их проектов составляет 262 миллиона рублей. Они будут создавать нам 70 новых рабочих мест. И вот в текущем 2024 году данные предприниматели уже 11 рабочих мест создали. Если говорить про преференции, для резидентов в качестве мер налоговой поддержки установлены пониженные налоговые ставки. Это по упрощенной системе налогообложения доход. Ставка составляет на первые 5 лет 1% вместо обычной ставки 6%, да, и на последующие годы 3%. На УСН дохода минус расхода первые 5 лет 5% вместо 15%, и на последующие 5 лет 7,5%. По налогообложению единый сельхозналог на первые 5 лет ставка вообще составляет 0%, вместо обычной ставки 6%, да, и на последующие 5 лет 3%. Также предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога в первые 5 лет с момента получения статуса резидента. Также есть в качестве мер государственной поддержки резидентам в порядке отбора предоставляются следующие виды поддержки. Это возмещение до 30% затрат, связанных с капитальными вложениями в модернизацию инфраструктуры в рамках реализации новых инвестиционных проектов, возмещение половины процентной ставки по инвестиционным кредитам, которые направляются также на обновление, модернизацию инфраструктуры, и возмещение 75% затрат по уплате страховых взносов, возникающих у резидентов. Кстати, сегодня, 11 ноября, у нас последний день приема заявок резидентов на участие в отборе по данным мерам государственной поддержки. Петр Иванович, вот если опять же возвращаясь к Кангаласскому району, он же стал пилотным проектом вот на этой территории развития местного производства. Что вообще создают резиденты на таких территориях? Резиденты преимущественно создают, у нас в основном резиденты связаны с сельским хозяйством, также и с туризмом. У нас в Кангаласском районе есть комплекс «Ортодойду», который стал резидентом, которые ранее тоже давно они существуют, да, но в рамках данного проекта они собираются создавать новые сети гостиниц для развития туризма. Также есть резиденты, которые занимаются сельским хозяйством. В общем, те исконно, так скажем, исторически, то, чем занимались практически они всю жизнь, только теперь это еще и территория с упрощенным налогообложением. Да. Петр Иванович, какие цели и результаты планируется достичь в рамках реализации указов, стратегических указов главы Якутии? Да. Принятые главой стратегические указы отражают приоритетные направления социально-экономического развития нашей республики и в целом, конечно же, в первую очередь направлены на улучшение качества жизни населения. Основная цель данных стратуказов — это развитие человеческого капитала, повышение уровня благосостояния граждан.
На сегодня 9 стратегических указов главы утверждены. Одним из первых указов был указ по борьбе с бедностью. Приоритетной задачей данного указа является формирование общества среднего достатка с равными возможностями для каждого человека. В рамках данного указа планируется снизить уровень бедности в 2 раза к 2030 году и вывести из черты неблагополучия не менее 70 тысяч человек. Дальнейшее развитие республики, конечно же, невозможно без решения важнейшей задачи — это создание ее современных транспортного и энергетического каркасов. Согласно указу о развитии транспортной и энергетической инфраструктуры, за 5 лет в развитие этих отраслей будет инвестировано не менее 1 триллиона рублей. Ну, можно сказать, самый у нас финансово емкий указ из всех. Также указ о развитии местного производства и туризма. Данный указ нацелен на увеличение реализации производства в 1,5 раза. Если эта сумма у нас сегодня составляет 48,6 миллиардов рублей, мы должны нарастить эту сумму до 96 миллиардов рублей. Также еще одним новым приоритетным направлением развития республики является развитие креативной экономики, да, благодаря которому у нас валовая добавленная стоимость креативных индустрий должна увеличиться в 2 раза до 113 миллиардов рублей, а число занятых в креативных индустриях должны 45 тысяч вырасти до 70 тысяч человек. То есть мы тогда, и получается, и вклад в ВРП с креативных индустрий повышаем, правильно? Да, безусловно, да. А как вот в рамках реализации этих указов еще и подтягивать, так скажем, муниципалитеты к этой работе? Да, безусловно, эта работа сейчас планируется, она проводится, можно сказать. Вообще новый цикл стратуказов будет реализовываться проектным методом. Да? В целях управления координацией и реализации портфелей проектов создан штаб администрирования под стратегических указов под руководством Министерства экономики Республики. Штаб администрирования представляет такую межведомственную команду, созданную для методологического сопровождения и анализа влияния стратуказов на достижение стратегических направлений социально-экономического развития республики. В рамках данного методологического сопровождения штабом администрирования приняты, выпущены рекомендации на региональном уровне, на муниципальном уровне. У нас утверждены проектные офисы и также утверждены проектные офисы на уровне каждого муниципального района. Как у нас будет работа вестись? Вот после утверждения всех портфелей проектов на региональном уровне основные показатели будут рекомендованы Министерством экономики для включения в муниципальные стратегии каждого муниципального образования. Все декомпозированные показатели муниципалитетам необходимо будет учесть в своих муниципальных проектах, портфелях проектов, а те показатели, которые относятся непосредственно к полномочиям муниципальных образований по 131 федеральному закону, и те полномочия, которые переданы по соглашениям о межбюджетных трансфертах из госбюджета, муниципальные образования будут учитывать в своих муниципальных программах. Петр Иванович, давайте все-таки мы начали с того, что 11 ноября у нас День экономиста. Давайте поздравим всех, кто причастен к этой сфере сегодня. Да. Я от имени Министерства экономики, от тебя лично поздравляю всех экономистов с профессиональным праздником. Экономика — это, конечно же, основа благосостояния общества, и ваша работа имеет огромное значение для развития нашей республики и страны в целом. Важно, что каждый из вас вносит свой вклад в устойчивое развитие отрасли экономики, улучшение деловой среды и повышение качества жизни людей. В этот день я хотел бы вам пожелать успешной работы, вашей профессиональной деятельности и дальнейших достижений. И пусть ваш труд приносит удовлетворение и, конечно же, приносит пользу нашему общему делу, нашему обществу и будущим нашим поколениям. Ну, это самое главное. Петр Иванович, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.